Здравствуйте, вы смотрите «Вести», Чеченская Республика, в студии Луиза Яхяева и главные темы выпуска. Глава региона провел совещание на социально-экономическую тему. Какие важные вопросы затронули в ходе встречи? Заслуженный отдых. Данный вопрос по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова проработан был руководством министерства. На берегу Грозненского моря продолжается строительство пансионата для ветеранов войны и труда. Университетская смена. Очень интересная программа, пока только второй день, но уже очень довольны. Очень интересно, что будет дальше. Сотни школьников из Донбасса проводят свое лето в Чеченской Республике. Как им архитектура и природа региона, узнавал наш корреспондент. На совещании с Рамзаном Кадыровым подняли самые актуальные темы, связанные с развитием социально-экономической сферы республики. Также отметили, что санкции не стали существенной преградой для стабильного функционирования и развития региона. Более подробно в следующем материале. Начиная совещание, Рамзан Кадыров поблагодарил команду за проделанную работу. Отметил, что благодаря профессионализму чиновников республика, несмотря на политическую ситуацию, связанную с санкциями и специальной военной операцией, продолжает развиваться стремительными темпами. Субъект сегодня один из самых лучших по многим показателям в различных сферах. Здесь активно реализуются государственные и национальные проекты, увеличивается строительство социальных объектов. Клауш был, министр был, талантован, мелходован на любом уровне, да, России, администрации, Госдумы, да, мелходован направленности, да, так амелду, тягер больше был пойд, да, тягер юшту, гона вастал, вайн, да, шунх пойд хаиц, курамат Аллах ювайга. Милоч главаре ونعيو министр عيودان سوهجوتهم نعجي ويبوالق بدانا ونحمدا دوي تان دانا ناچيچوح درچكح گردش خورشو بانچكح قول يشو بانچكح تايشو إش детский сад культурный объект إشدان حلتش направленности دانا ويدقي ديش دان ويقيمشح ويدقي ديش الحمد لله بعد يش. Для достижения всего задуманного требуется огромное желание и трудолюбие, которому учатся еще с малых лет. Народ должен идти в ногу со временем, развиваться и не слушать провокационные речи разных иностранных агентов и спецслужб. Чеченцы, к сожалению, лучше всех знают, к чему приводит доверие к этим псевдопатриотам, которые бросили родину, отметил глава региона. Он также подчеркнул, что Грозный преображается, и в скором будущем он станет одним из самых красивых городов мира. شاش دول شو حاوس ديز اتو بيباتي ناوص دا ديز اصلا ادم شي هو وضخ داخل شدو احوك شدو طبعا ادابع هو بوخ ببيز الشتون هو والخيس عن خينا ويما بيني يموت نشتون كوش الوعب يشتون دقة هيك اصلا ده رزقلت دينان دون باب باش دين هو Ylak koyu hamade şalkı seviştan. Dokudan sabah düz bolçarda sabah şaş nahda الشيء العاق الريسبوبليكا صداوش الريسبوبليكا حاولت تعم أولد إيوالي دون الريسبوبليكا صداولا تقصتيش رقدستون Действительно, да, уэлас. Вождал хабаршно, чодон зан. Yes, даст мне дон, амир шулдон. Ца карахмадоч дон, ца дон. Тяло йоч, кане йоч, тане йоч, хабарш шулдон, дучтеш. Сендел асиобо, шенвара де наалтсиятиршун дон. Ношеже дон, хая قرياس. شنورا دي ناалтсиятиршун дон. Хогон се ичкери дулар яс дон. Сашик бек ма бас дон. İşugdeydi الريسبوبليكا دوك انتي دون دي اهلوش دون دوك انتي لزابيش دوك انتي دون هنزي دون اعوكش بوش هوي دون حامد عش بوري نيع تشيك بوك سو بيتن بوش والبوخت ياها
وحاليش نحكي شويو هرويو نحكي قومي ور نحكي قوما حلق حدا الودل شلوي دون سند مسألة ويسعني دون أيو قردو سبخشو دالشينا ويغادون ببشي دون سكوكل غردو داس صدق دال وكيتش نسكل داس إسان قوان داحيش صدق بيري وش ناخذ كيتشل دون خيريق دون ويغاد. Вице-премьер региона Сатум Хаджиев доложил о социально-экономической ситуации. В частности, налоговые и неналоговые поступления превысили показатели по сравнению с прошлым годом. На 1 августа 2023 года налоговых и неналоговых доходов консолидировал бюджет Чеченской Республики по плану 13 миллиардов 849 миллионов евро, а на сегодняшний день по факту 15 миллиардов 864 миллионов. Миллиард 915 миллионов превышение по этому. Дик Белш Бешбу, Рамзан Ахматович, Дик Бода Бючбу. Вот так по строительству Алалуда, Рамзан Ахматович Ахинчери, в 2023 году строительство, реконструкции, капитальный ремонт 111 общеобразовательных школ на сумму 28,3 миллиарда рублей, в том числе капитальное строительство школ 35 школ на общую сумму 23,1 миллиард рублей. Из них 8 школ переходящие на 2024 год, а капитальный школ ремонт 76 объектов на сумму 5,2 миллиарда рублей. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр сельского хозяйства Висхан Муцуев рассказал, что регион не испытывает дефицита продовольствия. Сбор урожая проводится своевременно и качественно. Вице-премьер Якы Долларсмена. Hoje dostlar. Avec marcha wol. Сислош кадиш дич варта до стич. Да момент. حاجة خوش لسنوي على عدن لسنا جيك على عنده ورد دايتش جمدي لسني بعد قالش ويل أما استدسني دونا شيخ مخ باش تاق ورجع جمدي عيسنير دا مولا مثل سودات يا يوم يا ميوشو كادوش ورد دا مولا يخشر Помощник главы Чеченской Республики, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев доложил о работе ведомства. Большое внимание уделяется освещению специальной военной операции. Ежедневно выпускаются материалы, до населения оперативно доводится правдивая информация, активно борясь с фейковыми новостями. Рамзан, ключевое направление в плане информационного освещения, в первую очередь СВО. Шаболниц, смешка, эфире, радио, интернет-платформа, он сфокусированы был. Более 4000 материалов в эфире 3 телеканалов Ариала, около 60 тысяч материалов с начала СВО на интернет-ресурсах Ариала. Это докол спецрубрик передач этим посвященную. Также год чеченского языка объявлен взаимодействие с руководством администрации главы правительства. Это акценты докол передач рубрик кел студиш развернуть. Это объяш волбу. В общем, по министерству Рамзана более 170 поручений президента, председателя правительства, полномочного представителя, ваши поручения, председателя правительства республики, просрочены, не выполнены по всем актуальным направлениям. Это анбал дабьюш буама бохор интернет чуаш сахум штуч берш боч сахул дела еще وإن أنا هي تنبق قانون تعلق شغل بكلين إيش تمش خلي دعاية ديك بريميريو إذا لبوا يشغل بروس моментально реагировать до опровергать о в частности ходien вашка Мариуполя ночью чур выдабан военнослужащий с перестрелка был российский военнослужащий занялся элдер бросить дин Исанил брош я сразу реагировать до мониторить выявлять то что был бы что Рамзан проблемы большим дать милха поручением кичеду. Рамзан Кадыров подчеркнул особый вклад в содействие и проведение СВО некоторых чиновников. Он поблагодарил их за активное участие и всестороннюю поддержку наших подразделений. СВО, да, лучше, да, ластишду, ахбюкшдудон, шамелон дересфелдон, хавашем болем бахдон, дукудон, бинебарацведон, практически до чекбол бамеградош, дересфелдон, лучшдон дас. СВО дона, Билгадона, Доглаш, Цинцда Лочдона, Вайдон, Ши Маргород, Грозный Дон и Аргондон, Дерез Хильшендон, да Удокова Уэлдон, да Мособоча Махларвел, Угледон, Активный Дон, Ума Виши Альцаш, Бостомак Кичембеш, Хар Харишен Бош, Хасманс Беш Бохам Дон.
невероятно было бы, он, ну, интересно, он, кайово чухтом, кайчахада, хайшдон. Дересусин Ивадас, Шешлучадона, Мелладон, Ода, Навасалда, Лула, Цавиновала, Üstvola, Мусу Авардон, Адешлидон, Махсабичидон, Гушмори. Руководитель субъекта отметил, что перед правительством республики стоят цели и задачи, требующие усиленного внимания в работе. Завершая встречу, глава региона еще раз призвал присутствующих внимательно относиться к своим обязанностям. Мадина Кураева, Магомед Басаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает оказывать помощь подразделениям, задействованным в проведении специальной военной операции. На сей раз автомобили переданы в пользование помощнику главы Чеченской Республики, командиру спецназа Ахмату Аптиалудинову. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Рамзан Кадыров. Фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова постоянно обеспечивает нас всем необходимым на фронте. И вот получается очередная партия вот таких подготовленных УАЗиков пришли к нам сюда для того, чтобы иметь возможность обеспечить эвакуацию раненых наших бойцов непосредственно с передовой. Хочу сказать огромные слова благодарности руководителю фонда, президенту фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова Аймане Несиевне за такой подарок, такое количество, транспортных средств, да и за все, что она для нас делает. В столичной мэрии подвели итоги за первое полугодие. Совещание прошло под руководством градоначальника Хасмагомеда Кадырова. Собравшиеся обсудили исполнение поручений главы региона Рамзана Кадырова, реализацию национальных проектов, санитарное состояние и благоустройство столицы, вопрос самовольного строительства и ряд других важных тем. Каждый ответственный дал отчет по своему направлению. Здесь же обозначили и новые планы. На берегу Грозненского моря совсем скоро появится пансионат для военных и ветеранов труда. Он рассчитан на 230 мест и, кроме того, должен создать около 300 рабочих мест. Подробнее в сюжете Мадины Нуцалчиевой. Работа не останавливается ни на день. Уже на протяжении 4 месяцев на берегу Грозненского моря активно идет строительство нового пансионата для ветеранов войн и труда. Возводится социальное учреждение по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Строительство данного объекта у нас предусмотрено в рамках федерального проекта «Старшее поколение», национального проекта «Демография». Данный вопрос по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова проработан был руководством министерства на федеральном уровне, и удалось включить данный объект в федеральную программу. В пансионате будут проводиться различные социально-оздоровительные и реабилитационные мероприятия, лечебные процедуры, а также здесь смогут провести досуг. Будущие пациенты этого учреждения – инвалиды, ветераны боевых действий, труженики тыла и люди пожилого возраста. Пансионат рассчитан на 230 мест. Будет 4 корпуса, 1 административный и 3 лечебно-жилые, а для комфортного перемещения между ними для посетителей пансионата сделают надземные переходные галереи. До начала строительства было произведено большое количество подготовительных работ. Площадка не совсем соответствовала тем критериям, скажем, строительства. И для подготовки площадки было затрачено очень много времени. И, скажем, поэтому немного сроки оттянулись. Начало самого строительства. Но сейчас мы уже вошли в график. На объекте работают 54 человека рабочих. ИТР обеспечено и 12 единиц техники. Рядом с объектом будет располагаться Ледовый дворец и большой теннисный корт. Прилегающая к Грозненскому морю часть будет застроена объектами социального назначения. Общая площадь социального учреждения более 16 тысяч квадратных метров. Сокольный этаж, перекрытый, подпорный стена, 80% инеалю, подпорный стена, забивание свайшей блобешку. Основной сокольный этаж, перекрытый. Открытие пансионата позволит получить около 300 новых рабочих мест. Мадина Нуцалчиева, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика.
Сотни детей из Донбасса посетили Чеченскую республику в рамках университетской смены. Она проходит на базе ЧГУ имени Ахмата Хаджи Кадырова. У ребят есть возможность познакомиться с архитектурой и природой региона. Об их впечатлениях в материале Адама Магомедова. 100 школьников из Донбасса от 14 до 17 лет принял Чеченский государственный университет имени Ахмата Хаджи Кадырова. Во второй день знакомства с республикой подросткам провели экскурсию по Грозному, которая началась у Государственного концертного зала и продолжилась по бульвару Эсамбаева. Гости отметили красоту столицы региона и доброжелательность ее граждан. Очень интересная программа, пока только второй день, но уже очень довольны. Очень интересно, что будет дальше. Здесь все так тихо, спокойно, никто никуда не спешит, нет никакой суеты. Люди такие добрые, все улыбаются. Знакомство с регионом идет в рамках всероссийской образовательно-туристической программы «Университетские смены». Организаторы обещают гостям только положительные эмоции. Мы хотим показать нашу, в первую очередь, может быть, и всю красоту, но и показать красоту души чеченской. В первую очередь, наша ментальная, это то, что мы гостеприимные, что мы любим, когда к нам приезжают. Школьникам показали самые главные достопримечательности Грозного, одна из которых – мечеть «Сердце Чечни», построенная в классическом османском стиле. Центральная мечеть «Сердце Чечни» располагается на берегу реки Сунжа. Ее строительство было начато еще в апреле 2006 и завершено в октябре 2008. Как вы видите, центральный купол окружен 4 полукуполами, а также минаретами. Для отделки стен был использован очень ценный мрамор травертин, а внутренние стены оформлены белым мрамором. Программа рассчитана на 10 дней. За это время гости посетят все самые интересные места Чеченской республики, которые обязательно оставят ребят под большим впечатлением и смогут познакомить с культурой и традициями народа. Адам Магомедов, Сайдали Ампукаев, Вести, Чеченская республика. В регионе активно реализуются федеральные и национальные проекты. К примеру, в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды в столице Чеченской республики планируется благоустроить 4 общественные территории. Подробнее в следующем материале. В этом году в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда» в Грозном планируется благоустроить 4 общественные территории общей площадью 218 тысяч квадратных метров. Одной из них стала улица Тимирязева. На пустыре площадью больше 3000 квадратных метров было решено построить парк, где смогут с комфортом проводить свой досуг жители и гости столицы. قعدوا دايل مغلها حقو شول هر مايد إيرن آرير تعن متجر هر بالخا هيك شولا بيقبو تاوخ أبريل بحتار عبولين بوا وقزحها أي إتجر بالخوا بود أخا هور دينا حاس مينا حيدو قاشي техник خلش бесер не слушал. Объект разделен на 3 зоны. На одной мини-футбольное поле с искусственным газоном, на другой детская площадка с различными каруселями. Последняя отведена под место для отдыха. Установлены опоры освещения, скамейки, урны, садовый и дорожный бордюр. Работа уже выполнена на 95%. Не забыли о зеленой составляющей. Гибискус, береза, туя – это только некоторые из растений, которые будут в парке. Всего планируется посадить больше 170 кустарников и больше 30 деревьев. Стоит отметить, что федеральный проект формирования комфортной городской среды нацелен на повышение качества жизни горожан. Благодаря его реализации формируются набережные, скверы, дворы, чистые водоемы, зеленые парки и безопасные детские площадки. Мадина Нуцалчиева, Сайдали Ампукаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская республика. Внутришкольный турнир среди спортсменов Республиканской спортивной школы футбола ко Дню физкультурника прошел в Грозном. В нем приняли участие 120 спортсменов 2011 и 2012 годов рождения. По итогам первое место заняла команда ГУМС, второе у «Авангарда», а третье получил «Низам». Победители были награждены кубками, грамотами, медалями и футбольными мячами. Также были определены 5 лучших игроков по таким позициям, как лучший игрок, защитник, полузащитник, нападающий и вратарь. Их также поощрили ценными призами.
К этому часу это все события. С вами была Луиза Яхяева. Еще больше новостей вы сможете узнать в наших социальных сетях и на платформе «Смотрим».